Авангардные жилые комплексы, необычные здания, экологические парки и питомники – проекты школьников, представленные на городском конкурсе архитектурных работ, словно из фантастических фильмов о будущем. Многие из ребят уже давно мечтают стать архитекторами и развиваются в этом направлении с самого детства. Я представляла проект «Экопарк», то есть в данном парке в основном все бы дышали свежим воздухом, могли бы покормить лебедей в пруду или поиграть в игровые автоматы. Я делал не совсем один, да, мне помогала моя учительница Юлия Шкирян, спасибо ей за это. Я делал с ней, еще с несколькими учениками из нашей школы, мы делали его 3-4 дня, где-то так. Делали мы его из такой твердой достаточно бумаги. На суд жюри свои архитектурные работы представили учащиеся 7 школ Сибая. Конкурс приурочили к объявленному в Россию году экологии. Каждый из выступающих хотел бы увидеть свой проект реализованным уже в недалеком будущем. А потому защита работ проходила в активном диалоге с архитекторами и проектировщиками города. Безусловно, такие конкурсы нужны, потому что они позволяют, прежде всего, нам выявлять талантливых ребятишек на самой такой ранней ступени развития, для того, чтобы мы могли в будущем дать им, поддержать их и получить уже настоящих специалистов своего дела. И понятно, что занятие вообще любым творчеством – это во благо любому ребенку. И хочется просто верить, что красота прежде всего спасет мир. Основная цель конкурса – развить у детей инженерно-конструкторские способности. По окончанию мероприятия главный архитектор города Мунир Рахимов поблагодарил организаторов за проведение такого конкурса, а также отметил самые выдающиеся работы. Итогом защиты архитектурных проектов станет выставка в Центре детского творчества. Юлия Шагеева, Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.